Виктор Федорович Зайберт, археолог, доктор исторических наук, профессор, автор ряда монографий, статей и научных открытий, связанных с древней историей Северного Казахстана, директор научно-исследовательского института «Археология и степные цивилизации» Казну имени Аль-Фараби, член-корреспондент Германского археологического института. Всем привет! В эфире очередной выпуск программы Байтасов Лайф. Этой программой мы открываем целый цикл программ об истории Казахстана, об истории нашей земли. Наша земля очень древняя, очень интересная, очень красивая, самобытная, необычная. И я очень рад, что первым гостем нашей программы стал Зайберт Виктор Федорович. Виктор Федорович, я вас рад видеть. Вы знаменитый человек, все в Казахстане вас знают, но вас знают еще и за рубежом. Вы известнейший археолог в нашей стране, доктор исторических наук, член-корреспондент Германского археологического института. Это на самом деле очень круто. И еще очень круто то, что ваши публикации, ваши исследования напечатаны, наверное, во всех известных мировых, признанных мировых журналах, и ваши работы изучают во всем мире. Я видел, на скольких конференциях вы принимали участие, с каким вниманием к вам относятся ученые и уважение ученые со всех стран мира. Спасибо. Вам спасибо за ваш труд, за то, что вы делаете. Виктор Федорович, но первый вопрос, да, вот хотелось бы знать. Казахстан большая страна. Когда первые люди, может быть, он не совсем к вам как археологу, вообще в целом, да, наверное, когда первые люди появились на территории Казахстана? Исторически есть зафиксированы эти вещи? Первые люди на территории Казахстана появились несколько миллионов лет назад. Это были древнейшие эпохи. Общество тогда еще находилось в стадии своего формирования. И Homo sapiens, человек разумный, появился примерно 40-50 тысяч лет назад. Я занимаюсь периодами, которые как раз связаны с первыми шагами общества Homo sapiens и дальнейшее развитие, в частности, формирование новых цивилизаций вот в этом большом евразийском регионе или в Центральной Азии, евроазиатском регионе, которые, как выяснялись в течение исследований, и географов, и археологов, и культурологов. Это удивительная зона с резко континентальным климатом, но, как у нас говорили наши старшие археологи, нужда определяет прогресс. Постоянное отношение, постоянная реакция с внешней средой, не всегда благожелательные, как, например, в экваториальной зоне, заставляла человека возбуждать свою мысль и изобретать все системы адаптации, приспособления или так называемый культурогенез. Вот какие были первые истоки вот степной нашей цивилизации, когда она уже, понятно, что обрела свои контуры, свои черты? Какую культуру бы вы выводили? Я смотрел, у вас книга Атбасарская, да, первая? Активное развитие всех процессов начинается в так называемую эпоху Голоцена по геологической периодизации. Это современная геологическая эпоха. Мы живем в Голоцене. Да, мы живем в Голоцене. Потом Голоцен делится на различные эпохи. Самое первое время, эпоха, это примерно 13, 12, 10 тысяч лет назад. Именно в это время произошла смена фауны, палеофауны, мамонтовой фауны, как у нас говорят, и формируется современная фаунистическая система в этой. Это современные животные, которые распространялись по территории Евразии и ресурсам, которые служили для человека. А первые люди, которые здесь появились, они же были кочевники, охотники, да, в основном. Почему они стали оставаться вот на этой территории?
Почему зацепились, да, стали здесь? Форма жизни, форма деятельности, она изменялась, она никогда не была стабильной или статичной. Если люди, охотившиеся на мамонтов, жили в различных закрытых экологических нишах, это где-то пещерные комплексы, где существовали лесные закрытые комплексы, это различные трещины в земной коре и так далее, к которым привязывались различные геосистемы, травянистые системы, системы растительности, которыми питались мамонты. Ну, естественно, мамонты могли служить и для охоты для человека. Но сегодня нет однозначных легенд о том, что охотился человек на мамонтов или мамонты в силу различных потрясений геологических, погибали. Известны северные реки в зоне тундры, где Яна, Индигирка, Колыма, скажем, там, где тысячами выбрасывало мамонтов и по сей день находится там. Останки, на территории Казахстана повсеместно известны буквально захоронения, погребения мамонтов. Мамонтов, мастодонтов, шерстистых носорогов и других животных. Нам очень мало известно реально об этом времени. Я думаю, что это время можно характеризовать как комплекс взаимодействия природного фактора, природного комплекса и первых человеческих побуждений. Потому что человеческая культура как фактор социальной гарантии или культура возникает несколько позже. Это в конце каменного века, в начале эпохи энеолита, когда по данным и историков, и литераторов в народных преданиях, когда человечество отказывается от каннибализма, когда человек обучает первых животных, приручает, доместицирует, вводит их в хозяйственный свой комплекс. Это было время начала как раз развития человеческой культуры нового уровня, уровня первых цивилизаций. Ну, давайте поговорим уже о первых цивилизациях, которые на территории Казахстана. Какие они были, кто эти люди, чем отличались от других? В начале 10-го тысячелетия до нашей эры люди начали осваивать обитавшие на юге, в горной зоне, на юге Казахстана, в горной местности и других регионов, и Кавказа, и Алтая, и Памира, стали осваивать северные зоны. Это долины рек, которые Ишим, Тобол, Иртыш, Обь и другие реки, которые текут с юга на север, и из запада на восток и так далее. И это время начала эпохи Голоцена. Территория Казахстана исследовалась многими нашими специалистами, историками. Я сейчас их не буду перечислять. Ну, можно найти в Википедии сейчас, наверное, это несложно. Да. Я расскажу несколько слов, несколькими словами о своих исследованиях Северо-Казахстанской археологической экспедиции, затем Кокчетавской, затем Батайской экспедиции. И первыми насельниками этой зоны были так называемые атбасарцы. Атбасар — это город недалеко от Астаны,
в северном Казахстане и связано с формированием первого мезолитического и неолитического населения. Мезо — это средний, нео — это новый, это средний, новый каменный век. К этому времени люди стали интересоваться окружающими их животными, пытались приручать этих животных, отлавливали молодняк, утилизовали их. И это было 10 540 лет, такую мы получили дату радиоуглеродную специалистами. Они осваивали долины рек, Ишима, Тобола и других многие притоки. Причем как они осваивали? Они в средней части, в равнинной зоне закладывали поселения, затем искали выходы каменного сырья, из которого делали орудия, ножи, скрипки и так далее. Делали составные орудия, сочетающиеся все дерево и камень. И они очень чутко реагировали на изменения природной среды. К северу, с разгаром лета, они двигались на север, там, где появляется трава высокая, там, где животный мир, разнообразие. К зиме они выдвигались на юг, и таким образом в течение календарного годичного цикла они использовали различные экологические ниши, которые позволяли им или охотиться, и в определенные периоды заниматься рыболовством. Интересно, то есть кочевье уже тогда, то есть основа, у нас же кочевья так и были, зимовки, литовки у казахов. Ну, некоторые называют кочевье и передвижение. Я редко использую термин кочевник, я использую термин хозяйственная миграция в рамках календарного цикла. Потому что так заложена и биология человека, и анатомия человека, и особенность человека к реакции на внешние раздражители природы. Этим объясняется необходимость завершать какой-то цикл. Поэтому человек очень рано начал наблюдать начало года, это весна, наблюдая за животным миром, который в процессе вовремя производил окот там, и так далее. И очень много человек брал для себя из окружающей среды. Поэтому, но тем не менее, в этой зоне, резко континентальной зоне, человек постоянно должен был двигаться. А вот если говорить про батайскую культуру, батайская культура, она же резко уже отличается от басарской, да? Ее основные вот как... Безусловно, безусловно. Но оно продолжение, в любом случае это продолжение. Это да? в любом случае, это тоже население. Те же самые люди. Да, которые начали первые опыты по приручению. Чем отличается приручение от доместикации в нашей терминологии? Очень простое отличие. Приручение — это начало отлова из окружающей среды маленьких животных, и затем попытка приручать их и скрещивать их в неволе. Но, к сожалению, это древнему человеку выращивать в неволе без внедрения какого-то хирургического или ветеринарного внедрения практически невозможно. Сегодня широко известен, скажем, волка, сколько бы его ни корми, он обязательно уйдет, а собака совершенно другого типа, хотя это из одной семьи. Из одной семьи, да, выходит. Ну, точно так же зебру не приручили, для лошади смогли приручить. Да, таких примеров много. Атбасарцы, они уловили одну очень занимательную вещь в процессе освоения территории. Во время весеннего разлива долины
рек Ишима, Иртыша, Тобола и других вот северо-западных рек, они составляли долину достаточно значительным расстоянием. Ширина долины, то есть место обживания между двумя коренными берегами, эта долина называется, и она могла достигать иногда 10, 20, 30, иногда 40 километров. И это создавало удобную экологическую нишу для привыкания и выработки мест, где можно было заложить гарантированный продукт. Так вот, будущие коневоды, батайцы, на уровне атбасарской культуры, они пошли не по пути отлова животных и попытки приручения, а они пошли по пути создания оседлых поселений. Сначала они осели. Сначала они придумали длительные круглогодичные поселения. А за счет чего? Когда реки в половодье наполняются водой, потом вода уходит, и реки кишат рыбой. И рыба становится гарантированным продуктом, за счет которого не надо было охотникам, а средний охотник неолитический должен был покрывать 50-100 километров. И достаточное количество рыбы позволяло развивать семейные отношения, количество населения и приспосабливало к этой местности вот местных охотников и рыболовов. И уже в этой оседлой обстановке, когда человек осматривается, оглядывается, изучает местность, в этих условиях он уже имеет возможности начинать процесс приручения. Поэтому... То есть для того, чтобы заниматься доместикацией, все-таки нужно быть оседлым, да, в любом случае? Да. Изначально, оседлость, да? Оседлость – это центральное, так сказать, содержание необходимого процесса. Значит, охотник-рыболов стал будущим скотоводом. Скотоводом, коневодом. И очень интересно, что вот таких вот закономерностей, казалось бы, нелогичных, а фактически завязанных в системе причинно-следственных связей, они начинают работать на понимание вот исторического процесса. Виктор Федорович, благодаря вам, благодаря вашим исследованиям, все знают, что люди, жившие на территории Казахстана, первыми одомашнили лошадь. Это как бы считается историческим фактом. Когда это произошло, даты все-таки, да, как бы, и насколько это принимают там ученые во всем мире, что этот факт сам? Первые исследования мы сразу начали с привлечением специалистов различных отраслей знаний. Грубо это были гуманитарные науки, археология, история, культурология, этнография и так далее. Это были естественные науки и прикладные. Благодаря этому мы сразу стали определять время, в которое существовало это поселение, количество времени существования батайского поселения. Скажем, батайское поселение существовало 600-800 лет. Это очень большой период. Огромный период, 600-800 лет. Это огромный период. На одном месте, да? Да, на одном месте. И причем было сразу обнаружено нами несколько поселений. Они объединились в так называемую культуру батайскую. Понятие культуры в археологии – это типологическое название. В культуре, в каждой археологической культуре есть свои носители, то есть люди. Наименования, названия мы их не знаем. Мы потом за счет привлечения
генетиков, антропологов и других специалистов естественных наук, уже приблизительно можем говорить их нарицательные, так сказать, имена. Как они могли называться, скажем, арии, протоарии или другие процессы этнические, которые вот давали возможность называть нам эти культуры батайские. Вот 600-800 лет существовало поселение. За это примерно 600-700 жилищ было построено батайцами. Батайцы организовали календарный цикл свой. Свой календарь был, да? Весной, когда наши казахстанские реки разливались, да, вместо рек образовывались моря целые. Мы знаем это, наблюдаем. Подтапливалась территория, да? Да, все это затапливалось. Поэтому последние периоды ледостава, перед весной, перед вскрытием рек, они уходили в другие зоны. А в какие? И вот мы начали изучать, в какие же зоны. Для этого мы привлекли группу наших исследователей казахстанских, это из Петропавловска, из Алматы и других городов, географов, которые нам показали, что батайцы уходили на юго-запад, в сторону Тургайского прогиба. Оказывается, основная роза ветров – это юго-запад, северо-восток. Весной скот идет на ветер от гнуса. Осенью, когда возвращается, под ветер, опять-таки защищает их от этого устойчивого. И таким образом каждое движение древнего человека объясняется их реакцией на внешнюю среду. И те археологи, которые занимаются не только, скажем, описанием типологии артефактов, но и определяют внутренние контексты этого культурного явления, они получают достаточно вот такую открытую картину. И когда мы докладывали свои исследования, мы подразумеваю большую группу исследователей, то нам говорили: вы так говорите, как будто вы это сами все видели. Да, современная наука позволяет нам многое открывать глаза на эти процессы. Но, естественно, необходимо еще и соблюдать определенную этику в познании исследования и четко придерживаться методологическим принципам, которые соответствуют объективному познанию. Но все-таки, когда есть более-менее точные даты, когда произошло приручение лошади? Даты есть? Да, несколько десятков дат известно сегодня. Это начало между 4-е тысячелетие, это начало, это 4-е тысячелетие и где-то заканчивается в начале середины 3-го тысячелетия. То есть 3,5-4 тысячи лет до нашей эры, получается? Да, 4 и 3,5. 4,5, да, в течение вот этого периода лошадь была одомашнена на территории. И это факт, то, что впервые в мире, на планете Земля, это удалось только на сегодняшний здесь. День это самые древние даты, связанные с одомашниванием лошади. А как вы узнали, что именно одомашнивание? Вы нашли останки лошадей, они были рядом? Ну, причем мы археологи, да. И мы, конечно, свои выводы базируем на типологии, объяснения, на сравнении с этнографией наших артефактов. И вот мы нашли застежки пут лошадей, которые абсолютно идентичны современным казахским этнографическим застежкам лошадей. Нашли остатки других элементов узды, которые
естественно, и не могли быть другими, а на протяжении тысячелетий они использовались, потому что открытие в культурогенезе, в процессе культурогенеза, происходит до тех пор, пока эти открытия не удовлетворяют прокат, не становятся серийными и не заполняют определенную нишу. Потому что каждый период деятельности, да и не только древнего и современного человека, он должен укладываться в определенные временные рамки. Если этот процесс задерживается другой процесс, значит, должны появляться другие открытия. И они появляются на примере. И поэтому открытия древние, как показывает батайская культура, они прежде всего не эволюционные, а они инициативные открытия. Инициативно это как? Это как осенили? То есть было кто-то инициативно как эврика? Как эврика. Яблоко упало? Да, можно сказать, эвристичные. Ага. Они на потребу дня. Они возникают. И когда, скажем, мы читали это, ранние работы и расхожее мнение, что юрта, например, казахская появилась, или степная юрта, появляется на протяжении тысячелетий, последних 2 тысячелетий за счет эволюции. А я тогда задаю вопрос, а что до этого 2000 лет люди зад морозили? Где жить, да? Да. То есть вот этот эволюционизм древний, когда он возникает в западной археологии, в западной истории, когда люди еще имели небольшой запас примеров исторических, вот слагались легенды за счет того, что вещи сами эволюционировали, изменялись в процессе многочисленных опытов. Кстати, юрта очень хорошая тоже тема. Юрта тоже была создана при батайской культуре? Она была создана батайцами. Батайцем была абсолютно подтверждается нами за счет нескольких 5-6 реконструкций домов батайских. И сама юрта, она раскладывается на составные элементы батайского жилища. Я думаю, что я видел этот эпизод в батайском обществе, когда женщины, которые оставались летом на батайском поселении и ремонтировали свои дома, заготавливали продукты, дрова там и так далее. И, конечно, вокруг женщин всегда были дети, которые и с одной стороны помогали, и с другой стороны мешали родителям. И мы сегодня знаем, что в степных культурах, в степных и других культурах дети имеют активное вот такое участие. Так что тогда сделали? Тогда мама постелила шкурку, поставила вокруг этой шкурки веточки, чистокол, да? Чистокол небольшой, да. Веточки, их закрепила и сверху накинула от солнца, и ребенок получил свою клетку. Да, свою хижинку такую небольшую получил, да? Да. Ну, естественно, что, а почему бы не сделать вот во время передвижения, скажем, в другую экономическую зону для утилизации окружающей среды, почему бы нам временно не сделать? И это очень быстро. Тал, который универсальный, его использовали и сделали так же. А вместо кошмы использовали шкуры лошадей. Технологично придумали, что можно эти все веточки с собой переносить в степь и быстро завернуть жилище. Да? И юрта и жилище – это перевернутая корзина. Перевернутая корзина. Только верхние часть разобрана, часть вытащены, и они переформированы. Тогда и получается скрещивающиеся два треугольника скрещиваются, убираются, и они растягиваются и соединяются. И фактически все из этого же переплетения.
уки убираются, переплетение остается, это шанрак. А начало шанрака наверху, но это дно корзины. Да, интересно, да. Дуализм такой, да? Интересно. А когда кумыс появился первый? Кумыс тоже батайцы первые попробовали, получается? Безусловно. Тоже, да? Конечно. Кумыс – это прежде всего продукт, который дан Богом человеку. Ребенок сосет грудь. Он должен это делать. И естественно, что это и отразилось на попытке. Потому что, скажем, в любых древних культурах, скажем, вот в африканских культурах и везде, например, пастухи, которые пасут коров, они, например, прокалывают аорту и пытаются сосать кровь там, и так далее. То есть это хватательные, естественно, объективные условия. Поэтому в этом нет ничего удивительного. То, что начали кумыс делать у нас батайская культура. Ну, может быть, он древними и не доводился. Мне кажется, скорее всего, доводился до состояния кумыса, потому что прокисает же быстро. Прокисает, да, кисломолочный молоко, да, сам естественный процесс. А потом, когда молоко находится на дне жилища, в приямках на дне жилища, естественно, он получает свои вкусовые качества. Хорошо. Ну, значит, просто подвести итоги, да, вот этого блока программы. Лошадь одомашнена была батайской культурой на территории Казахстана впервые 4000 лет до нашей эры. Могу добавить, процесс, чем отличалось приручение от доместикации? Тем, что батайцы изобрели первые ветеринарные инструменты. Они их делали из птичьих ножек, трубчатых костей птиц. Да вы что? Они затачивали. Вот смотрите, какие они отточенные. Это так называемые, потом ветеринарии, современные скальпель Барцумяна, так называемые. Ими прокалывали семяпроводник жеребцов. Они теряли способность, теряли агрессию, способность к воспроизводству, но в то же время не теряли в весе. И именно они, как показывает исследование моего первого коллеги-американца Дэвида Энтони, как раз он доказывает, что именно эти лошади, которых кастрировали, становились объектом объездки. То есть они, то есть они готовы были для того, чтобы люди на них уже могли передвигаться, да? Да. Круто. Это первые ветеринарные инструменты, да? Первые ветеринарные инструменты. Ну вот, это многочисленные инструменты. Это тесла, долота, очень много делали из костей. Кость очень прочная. И почему они хорошо сохранились? Потому что они 6000 лет хранились без доступа воздуха в очень плотной глине. И это подтоплено, наверное, было, и глина закрыла, да, их потом, да? Да, глина закрывала. Без доступа воздуха она хорошо хранится. Да, очень, очень интересно. 4000 лет до нашей эры произошла доместикация лошадей, и люди уже батайской культуры стали использовать такие приспособления, как юрты, которые стали передвижные дома, по сути дела. Да. И теперь вопрос, наверное, тоже, который волнует многих. Кто были эти люди, на кого они были похожи? Были ли они похожи на нас? Это вот можно их назвать протоказахами? Когда в 80-м году я сообщил в Москву, в Алмату, в Новосибирск и другие центры наши, и все задавали именно такой вопрос. Всех интересовало. Логичный вопрос, да. Как это? Скифы, да, мы скифы. Мы скифы, мы азиаты, да. Да, мы азиаты. Ну, причем у Блока с раскосыми глазами, а скифы, говорят, они были все-таки большеглазые. Да. Ну вот, батайцы, если антропологически, они были нескольких вариаций.
нам таким образом повезло, что в 1980 году мы начали исследовать. Потом научная общественность попросила организовать семинар. Мы в 1983 году пригласили на семинар больше 100 специалистов от океана до океана, от Балтики до Дальнего Востока. Приехали маститые ученые и не маститые, молодые ученые. И всем составом приехал коллектив музея антропологии, которым Герасимов тогда руководил. Его не было, но его сотрудники, очень профессиональные специалисты. Герасимов был в курсе всех этих исследований? Да, он был в курсе, конечно. Его жена мне ассистировала на защитах. Да вы что? Да, огромное счастье, что удалось вот посмотреть, побыть, поработать. И вот так получилось, что все археологи, которые прибывают в лагерь археологический, обязательно должны поработать лопатой на раскопе. Вечером мы расположились, более 100 человек. До этого мы подготовили раскоп большой. Что значит подготовили? Мы убрали верхний слой травы, который покрывает эту поверхность, для того, чтобы сразу был виден через 20 сантиметров культурный слой. Через 20 сантиметров уже культурный слой начался. Культурный слой. Ну и наши ребята расставили всех. И представляете, перед обедом на квадратах, 2 квадратах, которые работали антропологи из Москвы, работники Герасимова, взрыв эйфории. Эмоции, да? Они нашли первые черепа. Именно они. Захоронения там были. Захоронения. На их участке. Да, на их участке. Да. Но это значит... И они говорят: Зайберт, если бы не мы это нашли, мы бы вам не поверили. Не поверили бы, да. Не поверили. Таким образом, там обнаружили, ну тогда еще генетических исследований не было, обнаружили европеоидов, в том числе средиземноморской расы, обнаружили монголоида, обнаружили экваториальные расы представителя. Это все на Батае? Все на Батае, все в одном погребении. Понимаете? Это удивительно, да. Совсем удивительно. То есть и европеоиды, и монголоиды, и вот, монголоиды, да. И которые полинезийцы, по сути дела, да? Можно так сказать, да? Да. Ну, Индия, то, что те этносы, которые на территории Индии, Америки, вот этой зоне, эти, и это было, естественно, удивительно. Удивительно. Почему? Потому что мы получили вот такой ответ, я бы не сказал конкретный, но многообещающий. И потом, когда уже мы начались исследования с нашими зарубежными коллегами, создали экспедицию международную, 30 лет уже работает со мной, больше 30 ученых с Запада, 15-16 стран работают со мной. И мы поняли, что каждый этнос, который мы хотим определить, является уже результатом скрещивания, ассимиляции, взаимодействия этнического. То есть процесс взаимодействия начался именно вот 6000 лет назад, с момента, когда человек от пешей эры перешел к конно-транспортной эре. И скорость восприятия внешних раздражителей увеличилась в 6 раз. Ну, конечно, они же на лошади стали передвигаться, конечно, расстояние увеличилось. Да, и расстояние, и скорость, и ощущения, и все поменялись, все сферы. Есть известное стихотворение, помните, быстро лечу я по рельсам чугунным,
Это этого В советское Гоголя. время. Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю свои, это путешествие. И он, а почему он написал «Быстро лечу я»? В то время паровоз шел со скоростью 17 км в час. А он не написал «Тащусь как кляча». Да. Он написал «Быстро лечу я». А была скорость всего лишь 17 км в час. Да. А что должен был думать первый батаец, когда он полетел, он не поскакал, он полетел по степи навстречу сине-голубому небу и облачному, и он полетел со скоростью 30 км в час, когда в гоне лошадь развивает ненадолго, но тем не менее развивает скорость, и он тогда взлетел. И вот этот момент и был первым эпизодом, когда человек почувствовал себя сакральным. Он господином, он взлетел на небо. Он освоил верхний космос. Именно косак, он конник, он косак, и это косак сохранилось. Часто в этих фейсбуках появляется вот там-то название на территории Евразии, где появляется, есть вот термин «косак» как конник. Потом уже различные предположения, и белый лебедь, и белый гусь. А белый лебедь почему? Потому что господин красавец в небе — это белый Полет, да? полет. Это полет. То есть слово «казак» уже появилось оттуда, от того, что... Ну, если бы Сталин не назвал в 1936 году это киргиз-казаков казахом, так бы мы и звали. То есть мы бы не отступили от вот этого древнего. От древнего произношения. Этнонима, да. Да. А на древнем языке касаки. Косак. Косак. Это конник, да? Это конник. И вот еще раз возвращаясь к... Не, это на самом деле удивительно. Да, я прекрасно себе представляю, действительно, когда у человека резко расширяется кругозор за счет того, что он больше путешествует, больше видит, он на более дальние территории уходит и возвращается с новыми рассказами. Это, конечно, наверное, дает серьезный цивилизационный как бы взрыв. Да? Люди просто больше видят, обмен информацией быстрее происходит. Обмен культурами происходит быстро. Поэтому то, что появилась одомашненная лошадь, это, конечно, повлияло на развитие всей человеческой цивилизации. И лошадь, она достаточно быстро одомашнили ее здесь, а потом распространилась этот опыт на всю планету. И она продолжала все время, возникают новые системы коневодческие, и они, естественно, начинают скрещиваться все дальше по теории культурных кругов. И когда сегодня, через 6000 лет, генетики сравнивают современного коня и батайского коня, то они не знают о тех великих мгновений скрещивания, чтобы проследить логический ход. И говорят, что вот на Батае не найдены истоки современной лошади. Они не могут быть найдены, потому что есть такой великий сегодня генетик Краузе в Германии. Он говорит, мы до сих пор не знаем историю генетики, генетическую историю европейской свиньи. Потому что свинья, так же как и лошадь, они очень быстрая система скрещивания, и уловить вот эти маркеры невозможно. Или сложно, да, на сегодняшний день еще сложно, да. Но роль они сыграли. Батайские первые коневоды — это Прометеи. Они взяли на себя роль Прометеев во всех областях человеческой истории. Ну да, после этого уже, да, мы уже потом помним, многие государства и взяли на вооружение и военные дисциплины, боевые колесницы появились, хетты, гиксосы, да, множество народов, которые изменили историю мировую. Что вот интересно,
Когда хеты их взяли здесь, отсюда из степей, они их выращивали с рук, кормили. И царь у них был в середине второго тысячелетия, Супилиума. Он дал задание, надо из этих лошадей сделать. Хетские лошади должны быть выносливые и сильные, как степные лошади. Задание. Задание, да, степные лошади. Но степные лошади, кстати, до сих пор у нас же вот... Ну, Тадаевскую вывели недавно. Более выносливые считаются степные лошади. Да, да и по сей день так и есть. По сей день. А почему? Глаза на это очень много открыл мой коллега, он степеевед, географ. Он показал со своей стороны, ну, мы всегда говорили о взаимодействии ландшафта, и как Гумилев начинал, ландшафт и человек. И он показал, что степь это не просто трава одна. Вот. В степь входит как органическая составляющая полупустыня, степь, лесостепь и человек, антропогенный фактор, который утилизует по мере необходимости все орографические зоны. Поэтому мы как бы с самого начала, когда начали вот в этом плане, ну, независимо, но сегодня мы общались, и в 2016 году они приезжали с экспедицией на Батай, мы общались, и было очень приятно, что с разных сторон мы приходим к одному знаменателю. Виктор Федорович, ну вот еще раз возвращаясь к батайской культуре, кто были люди, на кого были похожи. Сейчас из вашего рассказа я понимаю, что уже тогда было достаточно большое смешение, были и представители монголоиды, и европеоиды, да, ну, это вот по классической схеме, как нас учили, говорю, да. Потом представители батайской культуры, они куда ушли? Они же не исчезли? Как дальше развивалось после? С самого начала они организовали календарный цикл, то есть организовали жизнь своих родов, племени, родов в рамках весны, лета, осени и зимы. Когда подходили к зиме, это наиболее такой урожайный период, который кормил весь год. И мы с нашими биологами посчитали, что в среднем на каждого 2 батайца приходилась 1 лошадь в процессе кормления, питания. Им хватало до весны. Мало того, мы открыли, раскопали хозяйственную яму, консерву. Круглая яма, идеально круглая, связана с культом солнца, на глубине 3 метров. Мы обнаружили склад из четвертушек. Типа холодильника было это что-то? Нет, это консервы были. Консервы? Сначала на дно укладывались камушки, затем укладывались туши, потом закрывалось, и сверху в течение длительного времени жгли костер. Кислород выгорал и консервировался. Глина запечатывала лучше, чем железные консервы. Интересно. Очень интересно. Такие аналогии я нашел в разных, в Африке, ну и так далее. Везде, где человек общался вот с такими формами. Вы знаете, и как консервируют и баранов, бывает, и других животных. Дело сейчас совершенно не в этом, а в том, что они нашли способ прокормить свои семьи. Сама семья возникала, я вчера говорил, возникала, как динамическая. Динамическая? Да, от малой нуклеарной. Они вырастали, росли в коллективе, затем, когда уже места становилось мало, они расширяли свои жилища прорубанием дверей в соседнее жилище, достраивали, и таким образом по сотовому принципу они создавали вот эти
Ну, вот дом большой, от этого дома один большой дом, да, от него ответвление, сотовые, да, да, и там, условно говоря, да. сын женился и создал свой маленький шанарак, да, как бы, да, когда уже местный, то есть, руководитель семьи или вождь чувствовал, что он не может уже управляться с этим, не может динамично заниматься всем процессом, они тогда сегментировали, отпочковывали, ну так как сегодня у наших степных народов происходит, со всеми вот этими особенностями. Почему в степи такая традиционность? Потому что если за счет этих обычаев сохраняется календарный цикл, и к концу года сохраняется возможность воспроизводства людских ресурсов и воспроизводства питания, экономических ресурсов, тогда эта культура продолжает существовать. Так вот, когда они это все подготовили, тогда они уже настраивались на дальние переходы. Целью этих дальних переходов была поиск невест. Поиск невест? Поиск невест. То есть это уже тогда была идея, чем именно дальше невеста, да, тем лучше, да? Да, именно батайцы начали процесс экзогамных браков. И наш товарищ Общесмотай, очень хорошая мысль. Я просто нашел этой мысли вот в этой системе, которой занимался в свое время научно. Человек наблюдал за окружающей средой и природой, и животными. И, конечно, конь не случайно стал у всех народов самым популярным животным, самым красивым животным, самым быстрым и объединяющим все культы. Это культ коня был, безусловно. Сегодня у нас много работ, посвященных наших казахстанских ученых, посвященных коню, обычаям и связано с этим вот прекрасным животным. Поэтому конь, всадник сделали свое историческое дело. Ясно. Да, интересно, да, что уже тогда батайцы думали о том, что невесту нужно найти как можно дальше. То есть очень многое, то, что есть в наших казахских традициях, это, в принципе, фундаментально находится на той батайской культуре. Практически, да, это признают все специалисты и тюркологи и так далее, что казахская этнография, она непосредственно, наиболее прочно, логично связана вот с батайской культурой. Ну вот я все-таки в продолжении, да, следом за батайцами кто пришли? Это вот были скифы, савраматы, или нет, это или опять же продолжение? Я вот просто... после Батая, уже во время Батая, в своем следовании в сторону Тургайской ложбины, там, где учеными открыта так называемая терсекская культура еще в 40-е и 50-е годы. Когда я начал исследование и сравнивал, я считал, что терсекская культура — это батайская культура, то связано вот с циклом передвижения. Но дело не в этом. Каждый исследователь вправе называть культуру так, как он считает это необходимо. А дело в том, чтобы все специалисты, посмотрев на одно явление, дали свою оценку. Тогда происходит или близкая, так сказать, эта оценка, или противоречивая оценка. Ну, в этом есть наука. И вот поэтому терсекская, батайская культуры, они имеют свое право на существование. Хорошо, вот то, что касается нас, уже вот общества современного, да, казахского, да. Насколько можно вот там проследить связь все-таки между батайской и вот современным казахским обществом и традициями, которые у нас есть в нашем народе? Я вам скажу такой пример. Когда несколько лет назад, в 2017 году, начали снимать фильм «Экус», это большая кинокомпания,
телекомпания Канады, американцы там и другие. Они делали съемки на Батае. Я им рассказывал вот как раз о коневодстве, обычаи, как они это делали, как происходила процедура доения. Говорил им о том, что кобыла должна чувствовать запах своего жеребенка рядом. Она должна чувствовать хозяйку, которая тоже пахнет жеребенком. И говорил о том, что батайцы использовали одни и те же сосуды для доения кумуса. А почему? Я говорил, сегодня, скажем, послевоенный период, который мы достали, когда мы приходили на ферму, где доили коров, лошадей, неважно, везде висели ведра, на которых написано «дойное». То есть в этом есть давняя традиция доить в те сосуды, которые связаны с запахом жеребенка. Так вот, после Батая я повез их делать съемки к одному фермеру, современному. И фермер в процессе демонстрации все начал рассказывать то же самое, что я и вы говорил. рассказали. Но я говорил на основе своих. Он говорит, а как так и вы говорили это, и это все говорили. Дело в том, что все, что степняк не получал для своего опыта, он уже это не отбрасывал. Не отбрасывал, все не хранил, отбрасывал. Да? Вот это и есть вот суть культурогенеза, которая является первой областью единения людей вот в ландшафте. И тогда люди делают одинаково, потому что это правильно, это хорошо, это легко усваивается, поэтому люди объединяются вот одной культурой. Виктор Федорович, а вот на каком языке разговаривали представители батайской культуры? Знаете, вот очень интересно, я разговаривая с некоторыми филологами и языковедами, говорил им идею о том, что тюркский язык, в частности, казахский язык, казахский язык вот такой ломанный, резкий, меньше гласных и так далее. Я выдвинул идею о том, что это связано опять-таки с передвижением на ходу. И особенно в зимнее время, когда нельзя было рот разевать, как говорят, и стоять на околице навозной культуры и кричать на все горло. Здесь, мне кажется, как раз появляется вот эта вещь меньше гласных, больше согласных, восклицания и различные особенности вот казахского языка. Но все-таки это тюркский был язык, да, у батайской? О тюрках мы можем говорить сегодня, что казахский язык входит в тюркский. Да. Но я думаю, что, и не я думаю, так думают наши специалисты, филологи, кыпчакский язык это был один из языков, во-первых, древних, во-вторых, переживший тысячелетия и хорошо развивающийся и в новое время. По сей день, да. Да, по сей день. Развивающийся по сей день, а там уже можно, я думаю, если люди займутся, ученые, этим направлением, можно будет и определить, в каких сферах, скажем, кыпчакский язык демонстрировал свое увеличение роли, в каких менее, то есть могут уже выделить нюансы. То есть я правильно понимаю, что кыпчакский язык, вы считаете, он прототюркский, то есть, то есть на его основе тюркские языки уже? Если говорить с позиции генетики, да, против, вот в любом случае, это до тюркских. До тюркских каганатов, до всего. Да. Но тут еще дело в том, что насколько, скажем, несколько же, известно 44 тюркских этноса, 44. Они все формировались в разные исторические времена.
Естественно, что самые ранние принесли батайцы. Есть все основания считать, что с батайцев и начался так называемый тюркский. Почему? Потому что это, во-первых, новые формы ношения языка, новые опыты, различные взаимодействия в процессе распространения батайцев. Я думаю, что еще почему? Потому что культурогенез степи, он однообразный. Все, кто попадал в степь, он подвержен закономерностям степного культурогенеза. И он уже не выходит. Культурогенез, из них самое главное жилище, но еще, может быть, даже главнее питание. То, чем питаетесь люди, да. Вот эти формы. Мы есть то, что мы едим, да? Да, да. Это один из самых главных реперов определения этноса. Это питание, жилище, ну и там и другие. Виктор Федорович, конечно, говоря об археологии, об истории, мы не можем не говорить о нашем сегодняшнем дне. Время сейчас опять беспокойное, все в высокой турбулентности. Да? Хотелось бы поговорить сейчас о текущем моменте, да, то, что происходит с Казахстаном, с нашей родиной. Вот. Ваше мнение, конечно, тоже, думаю, мне интересно, я думаю, будет всем интересно. Давайте, ну, как бы там нашу беседу уже такую, о более современной части, да, как бы хотелось бы построить, наверное, немного вот отталкиваясь от тех событий, которые нас потрясли, и сейчас происходит прямо изменение всей страны, да, как бы общественного сознания после январских событий начала года, 22-го года. А сами вы где были, как вы отнесли, что вы пережили в этот момент, что вы думали, ваша первая реакция была на январские события? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я гражданин Казахстана. Мне, конечно, было больно, но, наверное, больнее было тогда, когда наш Казахстан стали обвинять в том, что это не наша земля. Были не такие, то, что обвинять, претензии появились у ваших соседей, да. Что кто-то нам подарил территорию и так далее. Я сейчас не буду в подробности, потому что я себя не считаю политиком и не хочу политика. Но науки и археологии в том числе без политики не бывает. Ну да. Потому что именно археология сегодня может определить те кодовые, принципиально важные названия, понятия, те термины для нашей страны, как кровная земля, обычное право казахов, бренд Казахстана. Эти все понятия, они лежат в основе нашей истории. Мне грустно от того, что мы раньше не занимались, я имею в виду историки Казахстана, не занимались вот такими основополагающими понятиями, которые формируют гражданскую идентичность, которые формируют этническую идентичность. Да, просто патриотизм даже. Просто патриотизм. Да. И что такое патриотизм в нынешних условиях? Сегодня нам становится понятно, что патриотизм на уровне исторического развития рода племенного типа сегодня уже не устраивает. Я думаю, что, родившись в Казахстане, необходимо понимать, что ты должен быть патриотом Казахстана. Не потому, что ты должен по приказу, а ты должен, потому что ты являешься личностью, опосредовавшей все общество. Без тебя
и без подобных тебе общества у нас не может быть. А если мы сейчас разбежимся по всем планетарным удобным ячейкам, которые сегодня могут засветиться, и иногда, не оглядываясь на ситуацию и не размышляя, так сказать, внутри себя, мы делаем большие ошибки антипатриотизма. Поэтому я думаю, что сегодня стоит наша главная задача – это формирование всеказахстанского патриотизма. Для всех. Родину не выбирают. Вот эта кровная земля, которая окропила первого степного Адама и Еву, и с которого пошел народ наш, казахстанский, он испытывал огромные и трудности, но и превратности, и испытывал и победы, и достижения, как об этом свидетельствует, вот, в частности, развитие такого мощнейшего планетарного импульса, как скотоводство, коневодство. Виктор Федорович, такой вопрос, да? Сейчас, опять же, в связи с этими большими потрясениями, мы действительно стали какие-то вот очень сильно, мы почувствовали, что наше общество разобщено. И у нас больше поводов поссориться между собой даже, чем объединиться. И я всегда задаю вопрос, есть ли какие-то идеи, которые могли бы нас всех объединить. Вот, даже вот просто вопрос, да, задать вам. А вы за то, чтобы вот назывались казахи или казахстанцы? Такой вопрос. Там классический он сейчас считается тоже. Знаете, я над этим вопросом думал, и я пришел к выводу золотая середина, а именно земля у нас казахская, кровная земля казахская, а страна наша, сформированная в современном ассоциированном мире, страна наша называется Казахстан. Со всеми конституционными определениями, направлениями и обязанностью граждан. Если мы граждане Казахстана, у нас есть президент, который гарантирует выполнение нашей Конституции, и мы все подписывались, мы должны в грустные времена, мы должны грустить. В радостные времена мы должны, но мы всегда радоваться. При этом должны быть патриотами Казахстана. В продолжении вот идеи, да, а какая идея бы, мысли, да, какая идея бы могла бы нас всех объединить, чтобы вот мы не поляризовались, а наоборот там были вместе, чувствовали себя единым обществом, сплоченным? Во-первых, весь народ устал от проблем. Разного, политических, социальных, различных проблем. Экономических, да. Поэтому мы сегодня должны найти себе или выбрать наши бренды, с которыми связаны не только наше поколение, но наши предки. Бренды. Это бренд. И второе — формирование всеказахстанского патриотизма через этнокультурные, этноконфессиональные наши обычаи. Дело в том, что степное общество, оно уже с 6-го тысячелетия, с 5-го тысячелетия сохранило все ценности. Сегодня мы их выявляем. Значит, они подпитывали, они питали общество. Эти ценности. И, естественно, на них мы узнаем, что такое я, что такое семья, что такое отец, что такое мать, что такое земля, что такое би, что такое баи и так далее, и так далее. Да. Сегодня необходимо использовать вот нашу историческую, вот такой исторический опыт для создания новых наших ценностей. Но именно этнокультурные. Почему? Потому что в глобальном мире должен быть противовес.
Сначала, когда была образована ассамблея, я тоже участвовал в ней 10 лет. Тогда я в университете работал, и я все время предлагал один проект этнокультурного единства. Каким образом, чтобы можно было почувствовать свое «я», чувство «я», этническое и социальное в глобальном мире. Я предлагал, в то время начиналась очень большая стройка и в Астане, и в Алмате много было зданий, таких комплексов. Я предлагал, давайте мы сделаем этнокультурный музей. У нас более 100 национальностей. Я уверен, что ни один казахстанец не назовет эти все национальности, но слуху их не будет, но будут, по крайней мере, основные группы этнических. Чтобы в этом большом комплексе находились дом белорусов, дом казахов, дом немцев, дом евреев. Дом русских, да. И не просто музей, скажем, там должны быть этнические мастерские, этнические строители, этнические, чтобы человек, получив кусочек земли, мог построить себе маленькую Грузию, мог построить себе маленький Казахстан, придя домой, обратился к жене и к детям на своем языке, выключил телевизор на английском, убрал и получил вот эту гармонию. Хорошо. Еще вчера мы с вами общались, и мне очень много ваших мыслей, идей понравилось о том, что нужно в школе вводить уроки о родине, да, о воспитании любви к родине. Я тоже считаю, что это нужно, действительно, системно нужно работать, что нужно упорядочить, наконец, всю историю Казахстана, да, ее выстроить там стройные линии, чтобы было понятно, легко усваивалось, легко смотрелось. Замечательная идея ваша о том, что сейчас у нас нет Академии наук, но что нужно создать агентство по интеллектуальным ресурсам Казахстана, тоже заслуживает внимания, я думаю. И вот в заключение хотел бы задать такой вопрос. Какова роль ученых вот в современном обществе у нас в Казахстане? Как сейчас живется ученым? Как вы себя ощущаете? Есть ли перспективы быть ученым в Казахстане? Почетно. Я вот раньше знаю, что в советское время быть членом-корреспондентом — это и почет, и уважение, высокие зарплаты. А сегодня как себя чувствуют ученые в нашей стране, в Казахстане? Все чувствуют себя по-разному. Пока у нас нет единого. Скажем, у меня 2 года здесь в университете работал в моем институте молодой человек, затем он хорошо знал язык, немецкий, английский, и достаточно легко поступил в аспирантуру в Германию. И, конечно, сразу эйфория по поводу их материального положения, ну и всех прочих удовольствий, без которых человек-то и не может жить, он должен всегда чувствовать какую-то разницу. Но я думаю, дело все-таки не в этом. На определенном этапе человек понимает, что если у него нет любимого дела, за которое он еще получает дотацию какую-то государственную, а это нужно прежде всего сделать. Сегодня нельзя ученым преподавать и заниматься наукой. Преподавать — это определенный прокат знаний, но это могут делать лучше всего делать тем людям, которые сами учатся, и которые могут распространять эти знания. Исследователи, ученые должны заниматься фундаментальными аспектами в любом направлении научной деятельности. Без фундамента нельзя. Нельзя нам забывать великие уроки российской науки и энциклопедического образования.
Ни в коем случае нельзя, потому что в Евангелии написано, в начале было Слово. Без слов нет мыслей, нет общения, нет понимания. Почему вот сегодня так тяжело идут политические переговоры и так далее? До какого сленга скатились многие политические деятели? Потому что перешли на СМС общение. А что такое СМС? Это сенсорика. В истории общества есть период, это период неандертальцев, пятикантропов, современных обезьян, когда сенсорикой определяла состояние этих организмов. И здесь очень важно понимать, что божественное, то, что далось Богом человеку, это все-таки Слово. Большое спасибо, Виктор Федорович, за интересную содержательную беседу. Я очень бы хотел, как я уже сказал вам, что мы будем делать целый цикл по истории Казахстана. Мы хотим выстроить все-таки с помощью ученых, которые есть слава Богу, в нашей стране очень много хороших исследователей, ученых и по истории, и по археологов, и лингвистов, да, вот, граковец, да, там, ну, то есть очень много интересных людей, с которыми мы будем обязательно беседовать для того, чтобы популяризировать историю Казахстана от самых-самых ранних времен до сегодняшнего дня. И ваш вклад в нашу науку, в нашу историю, он огромен. Большое спасибо вам за беседу. Будем вас еще приглашать. Пожалуйста, спасибо за внимание. Вам крепкого здоровья. Спасибо. Ну а мне остается только попрощаться с нашими зрителями. До новых встреч. Всего хорошего.